И- Добрый день, Лилия Николаевна. Мы у вас в гостях администрации, поселковой администрации Аймакона. Мы очень больше месяца мы здесь у вас работали по своей направленности, и мы очень приятные эти впечатления взяли насчет гостеприимности и доброты, сердечности местных жителей, несмотря на сложные времена. Я, как тоже работник администрации, вы тоже такой, Лилия Николаевна, имеете влияние, потому что кто наверху, все этот тон задает, поэтому мы очень благодарны, что вы так непростые времена работой справляетесь. Во-первых, представьте себе, потом такие вопросы будут. Самые насущные проблемы аймаконцев. И что можно сделать, чтобы эти трудности меньше стало. Второй вопрос. Сами у вас экстремальное сельхозхозяйство, и какие трудности есть, и в связи с изменением климата еще какие трудности добавились. Насчет статуса Аймакона надо уже начинать говорить, потому что в данное время Аймакон таких отличительных льгот или каких-то привилегий не имеет, несмотря на самый это суровый климат и существование, отдаленность и все остальное. Поэтому еще один вопрос. В дальнейшем вы видите ли, как Аймаконский луг, как уникальная экосистема была, чтобы национальным парком международного значения? Пожалуйста, Лилия Николаевна, начинайте отвечать. Мы внимательно вас слушаем. Меня зовут Старкова Лилия Николаевна. Я здесь в администрацию уже работаю более 20 лет. 15 лет заместителем главы администрации работаю. Так, у нас как вы уже знаете, да, мы проживаем в суровом климатическом Да, это уже условии. видно. Трудности у нас есть. Как Немало. раньше было, совхоза уже нету. Но живем уже в бюджетном процессе. Да, это ясно. У нас наслед наш дотационный, как вы знаете, да? У нас доходов меньше, вообще меньше. Где-то 7% только доходов от бюджета. И все дотационный. Дотации даются, как-то по норме, да? Да, по нормативам, существующим нормативам. Здесь проживает человек. Кроме этого, мы работаем по направлению источников внебюджетных источников работы. Принимаем в различных конкурсах, грантах. И так работу ведем. По благоустройству. Мы видели, благоустройство идет. Почти у всех домов есть. Трудности у нас есть. Как вы знаете, уже мы отдаленные наслед, да? От центра 1000 километров почти. Так, самолеты у нас нету, только в Стамтора летают. И то редко. И то только летом. Редко. Редко. Так, летом вообще трудно доступ на автомобильные дороги еще бывает дороже. Там же мы должны проехать 2 парома. Это уже влияет на продукты питания. У нас вообще ценообразование. Ценообразование очень влияет на продукты питания. Строительный материал вообще нету.
Поэтому вот Поэтому трудности очень дорого здесь, перевести. Дорого перевести. Очень дорого. Как золотой строительный материал получается. Вот поэтому наше село развивается очень медленно. Вот так. Еще Потом вот насчет экстрим сельхозпроизводства, почему вот как... Ну, как вы знаете, да, вот 10 лет я вам расскажу, да? Последние 10 лет. 10 лет. Так, самое глобальное вот, наводнение было в 2013 году, Там мы потом в все 2016, следим. потом в 2018. Очень глобальные вот у нас были, как сказать, Ну, чрезвычайная да, ситуация. чрезвычайной ситуации, и очень было много Ну как бы ущерба от наводнения. Ага. Восстановили вот уже сколько лет восстанавливаем. И вот Это очень капиталоемкий процесс, поэтому очень долго идет. В 2013 году почти 100% было подтоплено сельхозугодий. И после этого очень восстановить некоторые места мы не сможем. Не смогли уже. Не сможем. Утеряны. Не смогли даже. Вот поэтому вот, последние годы, еще вот 3 года, пожароопасный год. Да, уже засуха. Засуха. Вот поэтому не можем заготавливать для скота сена. На зимовье. Очень Это трудный. очень нижнем уровне у нас. В прошлом году где-то от силы 70% только Заготовили, да. было. Но это еще мы заготавливали в других наследках. Да, других наследках. Ну тут мы видели, сено перевозят 130 километров туда-обратно, 60, и на тракторе. Да. Это очень много расходов. Да, транспортные расходы перекрывает все вот эти доходы. Потом вот какие виды субсидирования получают местные вот сельхозпроизводители? Ну, за поголовье вот в прошлом году личное подсобное хозяйство получило 35 рублей за голову, 35 тысяч за голову. Да. А крестьянские хозяйства 45 тысяч получили за голову. Потом вот перерабатываем, да, здесь вот молочный пункт работает, у нас 2. В Аймиконе за 25 рублей за молоко, за переработку дали, а в берегу за 20 рублей за переработку дали. Это очень нормальная цена вообще. Ну как вот в магазине у нас молоко. Ну мы знаем, что вот в благополучных районах тоже такие же субсидирования получают. У них, ну, и сельхозугодия совсем близко, а тут вообще по всем статьям вот эти расходы перекрывают вот эти субсидирования. Поэтому вот все вот аймиконцы и вот те, у кого мы брали интервью, они вот начинают думать об законопроекте об особом статусе Аймиконского района, потому что существующий бюджетный кодекс вот невозможно вот, ну, как бы сельхозпроизводство содержать даже, не то что прибыль получить. А местное население только этим и живет сельхозпроизводством. Как-то выживает одно, ну как бы они выживает только. И вот это вопрос, как думаете насчет законопроекта об особом статусе Аймиконского района, как полюс холода, мировым именем? Утвердили бы, да, статус Аймикон полюс холода, ну, пошли бы новые льготы. Да, вот это вот нужно добиться, я так думаю. Надо добиться, работать нужно все вместе, слаженно. Да, вот мы за. Мы тоже вот хотим готовы помочь потом материалами, всем помогать. Вот этот как бы составление законопроекта тоже участвовать, организовать круглые столы. Потом вот изменение климата еще как дополнительные трудности сельхозпроизводства и быту
людей, как отражается. Ну, вот с изменением климата, да? Угу. Ну, я, как сказала, да, уже вот сельхоз, вот пашни, вот сельхозугодия уже не можем останавливать. Да, уже некоторые больше, хотелось бы, невозможно восстановить хотелось уже, бы, да. вот добиться, да, работать по мелиоративной работе. Угу. Сейчас же этого нет уже, вот комитет же был, да? Да, да. В Республике Саха-Якутия по этим работам. Это закрылось. По этим работам очень плохо идет. Короче, рекультивация сельхозугодий, конечно, очень нужна, потому что сенокосные угодья вот пропадают, все это как бы зарастает это кустарниками, поэтому очень большие проблемы насчет заготовки кормов и насчет рельефа тоже вот сельхозугодий, все вот оттайка мерзлоты идет, поэтому, конечно, надо вот такой статус, я думаю, добиться нужно. И потом вот последний вопрос, как вы видите, что вот Оймякон как уникальная вот экосистема должна как-то национальным парком мирового значения стать. Ну, конечно, это не быстрый вопрос, мы это знаем, но все равно начинать движение по этому направлению считаем нужным. Вот как вы думаете, эта тема? Ну, наверное, это уже после утверждения статуса. Да, это я. После этого уже будут такие вот... Весь мир нам поможет. Защита у нас уже будет, наверное. Чтобы Оймякон стал национальным парком, уникальной экосистемой. Потом заключение, что хотите сказать, вот как бы заключительный. Ну, в заключении, да, хотим вот, население, мы вот здесь работающие в администрации, хотели бы вот в законопроекте, да, все-таки рассмотрели вот, даже в бюджете, да, рассмотрели вот отдаленность от центра. Как вы знаете, у нас здесь 3 села. Это тоже очень влияет на бюджет тоже. Да. Распределяем на 3 села. Вот так. Вот увеличение бюджета вот этого посмотрели в бюджете, законопроект. Ну, это все, наверное, в рабочем порядке, наверное, будем обсуждать, начиная с круглых столов. Вот. Ну, спасибо, Лилия Николаевна, за это увлекательное интервью. И желаем вам успехов во всем. И все. Ну, чтобы оймяконцы дальше уже начинали созидать. И вот эту уникальную систему они берегли как зеница ока. И вот это как бы они все стали как смотрителями холода, будем сказать. Спасибо еще раз. До свидания. До новых встреч.